гости нашего музея. Мы рады вітаць вас у музеі Віцебскага народнага мастацкага училища на открытии юбилейной выставы Валерия Шчаснага. Выстава не просто так названа юбилейной. Яна присвячена 75-й годовине со дня народжения мастака. Валерий Игнатович Шчасны дастаткова вядомы чалавек у мастацкім асяроддзі. Нарадзіўся 23 мая 1951 года у Дрысе. Сёння ў Гнятвінцы. У 1973 годзе скончыў мастацка-графічны факультэт Віцебскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Сергея Кірова. З 1976 года удзельнік шматлікіх мастацкіх выставак. Быў членам творчага аб'яднання «Квадрат» і адным з першых удзельнікаў пленэра «Малевіч унавіс сучаснасць». З 1993 года сябра Беларускага саюза мастакоў. Зараз займаецца педагагічнай дзейнасцю, праектаваннем аб'ектаў навакольнага асяроддзя. Творы Валерія Шчаснага знаходзяцца ў шматлікіх прыватных зборах у Беларусі і за мяжой. У Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, краязнаўчым музеі Иркутска, музеі Чэрскага і ў фондах музеяў Полацка і Віцебска. Валерий Шчасны аб'ядноўвае архетипы беларускай культуры і хрысціянскі сімвалізм. Яго мастацкая свядомасць збірае геаметрычныя формы ў шчыльную структуру, у сярэдзіне якой яны пераплятаюцца, узаемапранікваюць, сінтэзуюцца і ствараюць новую агульнасць. Прывітальнае слово для открытия выставы представляется старшине Витебской областной организации Белорусского союза мастаков Николаеву Виктору Николаевичу. Добрый вечер, дорогие друзья. Хочу сказать, что Валерий Шчасный редкий гость. Живет он как бы так на границе нашего государства, ближе к Латвии. Если кто не знает, Верхнедвинск там располагается. И могу сказать, что в своей истории, как бы знакомы мы с ним уже давно, и интересно увидеть человека, который, можно сказать, сохранил ту чистоту, наверное, с которой он начинал свою работу в «Квадрате», объединение «Квадрат», и до сих пор очень приятно, что он развивается, что он поддерживает творчество в Верхнедвинске, работает в школе. Ну и я знаю, что он, как человек активный, занимается не только преподавательской деятельностью, также он занимался там и другими работами. И поэтому для нас, для Витебска, для музея, в котором мы сейчас находимся, очень интересно и важно присутствовать на открытии этой выставки. Ну, я думаю, Валерий сам расскажет побольше о том, как он там живет и чем занимается. Ну, а нас я могу сказать, что мы очень рады его увидеть его работы. Ну, я недавно здесь узнал, что у него этот проект «Долгоиграющий» еще будет, как анонс, я скажу, что будет еще в музее открываться выставка. Поэтому человек творческий, человек активный, человек живой, подвижный, и я думаю, нам всем будет интересно посмотреть, как это происходит не только в Витебске, но и за пределами Витебска, но в нашем регионе. Поэтому спасибо Валерию Игнатьевичу, то, что он трудится, то, что он доехал до нас и показывает, радует нас своим творчеством. Спасибо. Запрошаю Александра Васильевича Малея, старшиню творчого об'єднання «Квадрат». Я пришел домой. Я так внимательно посмотрел, уважаю меня. Ну, я тоже уважаю. С 5 класса. За одной партой. И не надоел. Понимаете? Долгая жизнь прожита вместе, это друг детства, в одной школе учились, вместе поступали, потом вместе кидали Кудрав, куда-то перлись в Питер, в Минск, потом назад, в Альма-Матер. Ну, так вот всю жизнь прожили. «Квадрат», творческое объединение. И, естественно, я каждый раз приезжаю на родину, я из Верхнедвинска, и мы встречаемся там. Что сказать о творчестве? Вот если зайти в хату,
селянскую. То у хаті на куте буде Бог. Кут стоит. Вот в каждом доме, в деревне, да и по сей день всегда есть Бог. То есть кул, который, это икона, там она сделана. Если выйдешь на улицу, увидишь живёву, увидишь речку, землю, жито. Вот это творчество Счастного. Он интересную вещь сделал. Он синтезировал духовно-религиозную сущность с народным творчеством, с народной батьковщиной. И синтезировал это, найдя вот такой через знак. Вот поначалу, ну, допустим, в религиозном, в духовном искусстве, назовем так это, он сделал собственный знак объединения. Это католики православные. Это его персональный знак, который он периодически разрабатывает, и он проходил уже. Здесь этого мало сейчас, но другие произведения очень свежие, кстати говоря. Я их ни одно не видел. Может быть, вот эту я, может, и даже и не видел. За последнее время сделал. А так у него очень много вот этих вариантов. И народные тоже знаки древние и знаки свои. Плюс геометрическая абстракция супрематического порядка. Почему супрематическая? Потому что она связана, его абстракция, с духовной сущностью. А самая высокая супрематизм – это наивысшее, переводится с латинского. Наивысшее – это умаляющее, это духовное пространство. Посему он актуален по-современному на сегодняшний день именно этим фактом. Вот такой Валерик. Это интересный художник, совершенно уникальный. Такого похожего в республике нашей нет. И за ее межами, соответственно. Это для художника является самым счастливым подарком, когда он найдет вот эту вот свою тропинку и протопчет ее. Так чи далі. Прапаную казаць некалькі словаў Миколая Миколаевича Дундзіна, сябра творчага аб'яднання «Квадрат». Дорогие друзья, ну с первого курса, да, и в одной группе. И одни друзья, одни учителя и одна жизнь. Немножко хочется сказать несколько слов, что художник, откуда начинается художник. Это очень интересная интрига. Он же не выскакивает, как черт из табакерки, раз, и уже все. Художник растет. Откуда? В данном случае про Валерия Игнатьевича хочу сказать, что любовь его и наша начиналась в Рубель, начинался Рерих, и дальнейшее путешествие по философии, по жизни, какой художник, какое мировоззрение у художника и какой должен быть художник. И вот эти вот вопросы, которые ставили мы, значит, и все уходили по своим мастерским после института, ушли все мастерские, и каждый развивался по-своему. Но его мировоззрение и путешествие по Эльбрусу студентам, значит, по Варламу, по Байкалу, по Сибири, вот это вот ознакомление с философией пространства как такового и, в частности, рериховская бесконечность, символизм, значит, мироздание, конфециальность, скажем, понятие этой штуки. Кто такой Бог и кто такой, и насчет кого мы ориентируемся по своей сути, как художник. Немножко запутался. Итак,
и Белоруссия, в которой он сейчас живет, работает в чистейшем, прекрасном этническом, этнографическом плане Верхнедвинщины, уникальная озерная, речная, лесная, сосны, камни. Это этнография уникальнейшая там страна по себе. Вот. Эти камни, эти Мадонны каменные, эти знаки, эти символические, они все проникнуты такой мистикой, таким символизмом, который нужно еще уметь читать, еще нужно уметь это расшифровать, как некий кроссворд. Но это очень умно, очень декоративно, очень художественно, очень глубоко, и я очень рад, что мы с ним дружили и будем, дай Бог, еще дружить долго, посоветовать, пожелать ему много здоровья и удачи в творчестве. И я всегда был рад, что в квадрате он был самый громко молчащий художник. Если мы все трезвонили, говорили тра-та-та наперебой, и кто кого переговорит, или кто кого перепьет, извините, то он всегда был очень ровный, очень спокойный, вот, и очень мудрый. Поэтому я очень рад, что я с ним жил, работал, и что буду еще, дай Бог, жить и работать. Так что удачи. Слово представляется Юрию Васильевичу и Татьяне Алексеевне Руденко, сябрам творчого об'єднання «Квадрат». Тады прапаную казаць некалькі словаў выкладчыка мастацка-графічнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава, кандыдата мастацтвазнаўства Міхася Леонидовича Цыбульскага. Добрый день еще раз всем. Конечно, для меня Валерий Счастный это таки образ вечного вандроўніка. Колькі я его ведаю, это вот я про Эльбрус не ведаў. Вот, оказывается, это пачыналася задолго до вот гэтага засвоения беларускай альма-матер, вот гэтага всего беларускай глыбінкі. На самой справе ён для мяне такі сучасны Язэп Драздович. Таго быў свой сусвет, у яго свой сусвет. І гэты сусвет увесь час вот ён рухаецца, ён змяняецца. І тое, што, напрыклад, я там бачу на пленэрах, калі ён звяртаўся да реалістычных матываў і проста шыкоўныя краявіды пісаў. И мне здавалося, что это основное. И он меня поправлял и сказал: Михась, ты неправильно подал мою иллюстрацию в энциклопедии, треба было дать не гэту, не реалистичную, якая тебе сподобалася, а вот эту геометричную абстракцию. На самой справе так и оно есть. Геометричная абстракция – это такая квинтэссенция той философии, того как бы глубинного погляду на свет, який вот, он, конечно, белорусчина, и он просто не окутан, он пронизан. И христианство, причем обидвыми конфессиями христианства. Вот я памятаю, его там особные группы творов были. Вот это, на мой взгляд, это такая спроба объединять это все и подвести с этими принципами. Вот Мали правильно сказал, что это принципами супрематычнага, нейкага геометрычнага, сімвалічнага асэнсавання гэтага свету падысці да выражэння свайх уласных адносінаў да рэальнасці. Безумоўна, гэтая выстава глядзіцца тут арганічна. На мой погляд, мы не памылілись, калі думалі пра тое, як и что тут может быть. Тому я просто віншую, я ожидаю тебе активности з лесу. И он сказал: ну я з леса тут вылез. Частей вылазь з леса. Мы на мастацка-графічным факультете вельмі будем рады бачить своих учнів. И завжди я ведаю, что яны есть, и хочется, каб гэта не спынялось и рухалось. Удачи и здоровья.
Шановне господарство, віншую усіх з відкриттям вистави. Запрошаємо на знайомство з працями Валерія Щасного. Дякую велике. Ну ладно.